Здравствуйте, добрые слушатели и радостные зрители. В эфире передача «Якутск сегодня», и она будет о добре. За микрофоном Анна Федорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и автор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем». За режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов Айдын. Я сказала о том, что мы сегодня говорим о доброте. И замечательные гости вам расскажут о тех мероприятиях, которые они проводят в рамках волонтерского движения «Ангелы добра». И прошу вас, девушки, представиться. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья Яковлева. Я фотограф, арт-педагог и провожу фототерапию. И ангел добра. Ну и ангел добра. Да, спасибо. Здравствуйте всем, меня зовут Михайлова Мира, я ангел добра проекта, а также являюсь координатором мероприятий и руководителем Фотодэй Якутск. Это такая студия. Мы проводим фотодевичники. Спасибо. Наши гости. Меня зовут Яковлева Владислава. Я работаю главным инструктором в Зоополисе, нашем контактном зоопарке, который находится в разных филиалах, то есть несколько точек, и дополнительный педагог. То есть педагог дополнительного образования во Дворце детского творчества. И наш необычный гость? Это скунс Лютик. Прижался. Испугался. Тепло. Всем здравствуйте, меня зовут Гордеева Олеся. Я создатель фотостудии «Нави». К нам очень приятно было, что посетили к нам с помощью Миры людей, которые бы хотели к нам прийти, маленькие детки. Мне, к сожалению, самой не было на этом, этой съемке, но я очень благодарна Мире, потому что это очень классно, потому что в студии у нас очень необычный декор, студия волшебная, и деткам было, я думаю, очень классно. Тем более в студии у нас есть еще и тоже животные, у нас 2 кролика. Спасибо вам. Спасибо, что вы откликнулись и провели эти замечательные мероприятия, потому что для каждого человека самое важное, на мой взгляд, это эмоции и воспоминания, которые которые он принесет, и это о качестве жизни. Да, согласна. Расскажите, пожалуйста, про ваши мероприятия. Прошу прощения. Друзья, вы можете звонить нам по телефонам 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Можете свои пожелания какие-то озвучить, комментарии, отзывы, благодарности. Мы ждем. Звоните. Да, Мира, пожалуйста, расскажите. Я бы хотела вообще рассказать о наших мероприятиях, которые мы провели в этом месяце. Вообще у нас наш проект, он идет уже с октября месяца, И каждый месяц мы проводим мероприятия разные. В этом месяце мы 7 июня провели для деток ресурсного класса 35-й школы, получается, с расстройством аутического спектра, посетили такой замечательный контактный зоопарк. Хотелось бы сразу сказать слова благодарности руководству за то, что сразу же откликнулись. Вообще, если честно, не было сомнений, что вы согласитесь, по идее, И детки, зайдя в зоопарк контактный, просто сразу же у них такие были эмоции просто непередаваемые, потому что можно было зайти к тому же, получается, к тем же животным, потрогать их, накормить, и мы собираем вообще небольшие группы для начала, чтобы деткам было комфортно, и родители тоже присутствовали, и мы заметили, что вольеры все чистые, животные все сытые, радостные, в общем, детки получили такие колоссальные эмоции, спасибо вам большое. И также мы провели, Олеся, представилась как руководитель такой творческой классной студии «Неви». Действительно, в этой студии необычные локации. Олесю я заочно знаю, так как сама занимаюсь фотографией. Сразу же написала ей, получается, и тоже не сомневалась, что она согласится, потому что я слышала об Олесе как о творческом, таком открытом человеке добром. Поэтому мы провели для деток с разными диагнозами.
Вот, тоже вот решили провести для деток с разными диагнозами. Тоже небольшая группа у нас была, это как бы начало, как бы пилотный такой проект мы завели, ну, как бы провели. Вот, и детки, конечно, тоже были, ну, такие эмоции их переполняли, потому что фотосессия — это не просто фотографии, да? Да, я соглашусь. Это процесс творческий, они перевоплощаются, они контактируют и с фотографом, да, и с животными. У Олеси 2 замечательных кролика, тоже вот они участвовали в наших фотосессиях. Вот. И родители тоже как бы семейные фотосессии провели вот сразу же. Родители получили фотографии, и они просто вот, ну, у них очень такие хорошие впечатления. И, конечно же, вот студии спасибо большое тебе, Олеся, за твое доброе сердце. Вам большое спасибо, что пригласили, потому что на самом деле, мне кажется, всем нам нужно, да, периодически устраивать такие съемки для нас, для нашей семьи, потому что на долгую-долгую память остаются такие кадры. А потом мы пересматриваем и наполняемся этой энергией, которая была в той съемке. Почему вы согласились? Вы же могли отказаться. Это бесплатное мероприятие, я денег не приносит. Я понимаю, но на самом деле я часто на такое соглашаюсь, потому что сама очень чту добро, потому что мои родители тоже постоянно делали какие-то добровольные, да, помощи там, детским домам, церкви и так далее. У меня родители военные, часто вот такие вот отправляли посылки, я это все видела, и для меня это норма. То есть, мне кажется, всем, если вот ты можешь, почему бы и нет? Девушки, я всех вас хочу поздравить с нашим национальным праздником ИСЭХ, символом которого является изобилие, доброта, любовь, единение. И спасибо, что вы своими поступками как раз вот и делаете все это. Наталья, расскажите, пожалуйста, вот вы проводите практику Ecstatic Dance. Очень необычное название. Вот что это такое? Ну, так как у нас вообще изначально я должна была фотографировать деток, но как-то чуть-чуть предложила иначе. Вот как раз-таки Ecstatic Dance у нас пока в городе совсем неизвестен, он чуть-чуть известен. И это, скорее всего, если вкратце рассказать, это свободный танец, где люди расслабляются, открываются. Вот. И мы очень хорошо провели для деток с ОВЗ, вот, где? В речевую школу. Смарт-библиотеке. Смарт-библиотеке провели, да. Там провели, всем очень понравилось, и нас же еще повторно пригласили в речевую школу. Вот, это для деток получилось как открытие, как даже не открытие, а мы задействовали 3, как сказать, процесса. Зрительный, телесный и... Еще что танцы. еще было? Ну да, и танцы, это как телесный процесс. Поэтому всем очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. На самом деле я хочу заметить... Прошу прощения, сейчас прерву. У нас звонок в студию. Да, пожалуйста, оденьте наушники для того, чтобы слышать вопрос. Да, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Шестакова Италина Егоровна. Я работаю тьютором в Хататской средней школе. Вот, воспользуясь случаем, хочу поблагодарить Наташу, которая в марте месяце проводила мероприятие Ecstatic Dance, по-моему, называлось. Это арт-терапия. Вот нас с ребятами из Хататской школы пригласили на вот такое замечательное мероприятие, где наши дети так хорошо открылись, воодушевились, познакомились с другими особенными детишками. Вот, желаю организации, обнимаю сердцем, дальнейших творческих, ярких таких вот проектов. Ведь это так важно для наших детей. Спасибо вам большое. Наташа, отдельное спасибо. Спасибо большое. Мне очень приятно. Италина, спасибо большое вам за звонок. Вам тоже счастья и добра вашему дому. Да, пожалуйста, продолжайте. Сниму, да? Вот. И в речевой школе ожидалось где-то тоже на 10 человек, где будут и девочки, и мальчики, а пришли все мальчики. Я была в приятном шоке, конечно, я даже не знала, что я буду проводить. Но все как-то очень хорошо получилось, мальчишкам тоже очень понравилось, все открылись, все благодарили, все даже не хотели уходить, можно так сказать. Танцевали открыто. Сейчас же дети все как закрытые, можно так сказать, да и взрослые. Хотела дополнить, да, мы проводили с тобой вот в смарт-библиотеке первый, да, Ecstatic Dance,
И я бы хотела заметить, что ты профессионал своего дела. Спасибо. Потому что вот действительно вот приходят детки, они не понимают, да, сначала обстановка такая, да, сперва все такие холодные, растерянные, все друг друга не знают, да, и тут получается Наташа взяла все в свои руки, естественно, сначала познакомилась, да, с каждым лично, и потом уже начала творить свое вот какое-то вот такое волшебство. Я тоже танцевала, превратилась в ребенка. Вообще это было классно, Наташа, ты вообще большая молодец. Спасибо большое. Ну да, там очень интересно проходит. Считаю, если все сперва такие закрытые приходят, там начинается просто с приветствия, просто здравствуй, и потом пятерка, да, десятинка, там, телесный процесс потихонечку открывается. Дальше идет обнимашки, там, благодарят друг друга, уже языковой, вот так вот. Поэтому потихо дети в конце уже танцуют, и каждый в круг выходит, и вообще такое показывает. Так мы же еще рисовали, то есть это контакт с детьми. Это отдельный супер процесс, когда кисточкой и холодной краской проходишь по лицу. Так, Это девушки, вообще... у нас звонок, да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Анна, у меня такой вопрос. Как мероприятие «Добро» может чудеса творить? Может, оно кому-то помогает? Я не расслышала. Еще раз, пожалуйста. Хорошо, звонок сорвался, я не услышала вопрос. Да, это я тоже Помогает слышу. чему? Как оно может делать добро и как оно может творить волшебство? Скорее всего, энергетически мы посылаем свою, как бы, ну, инициативу, это раз, во-вторых, свою энергетику положительную, да. Мы непосредственно вот сейчас больше работаем с детьми, и дети — это как лучи солнца. Вот мы все равно посылаем такую вот вибрацию положительную во Вселенную. Ну, я хочу сказать, что все мероприятия проекта «Обнимаю сердцем», они бесплатные. Мы никого не заставляем. И очень радостно, что люди откликаются и сами также нам звонят и приходят и говорят о том, что они хотят подарить свое какое-то знание, поделиться своим талантом, провести мероприятие, доставить радость тем людям, кто нуждается. И почему бы это не сделать? Вот это так и творит, это так и работает. И это, наверное, то самое важное, что может человек отдавать. Какие примеры, да? Я была на мероприятии, которое проводила Наталья в речевой школе. И да, действительно, вначале мальчики были закрытые, да, но обычно же сразу никто не соглашается, иди танцуй, никто не пойдет танцевать. А там прямо потом такой кураж пошел, такой невозможно остановить. Да, невозможно Потом остановить. отзывы пошли так хорошие, каждый говорил же. Да, в конце, да, и такие когда сели в отзывы круг, были, да. И каждый мальчишка прям выговаривал, что ему сегодня понравилось. Особенно это подростковый период, когда мальчики особенно, по-моему, закрыты, да? И они так хорошо высказывались, ему очень понравилось, мне очень понравилось. Ну, потому что это про... как-то мы зажатые, закрытые, у нас много блоков, как я сама понимаю, да? А там, когда начинаешь обниматься, когда начинаешь там друг другу какие-то добрые слова говорить, да, и вот эта вот энергетика, вот как Мира сейчас ты говоришь, да, она начинает уже между друг другом вот так вот как бы вибрировать, да, и в совокупе получается вот такой вот очень позитивное, поток, да, очень позитивное и классное мероприятие. И хочу сказать спасибо вам за то, что вы согласились. Я звонила Италине Кадировой, рассказала о том, что у нас проводятся мероприятия, и она сразу согласилась. И мы уже давно присматриваемся, да, к Зоополису. Да. Потому что у вас такие зверятки, и детям же. Вы не боялись? Вы сразу согласились? Сразу вы согласились. обсуждали, наверное, да, внутри коллектива, что придут детишки особенные? Мы всегда готовы к этому. То есть у нас в правилах указано, что у нас для детей-сирот, для инвалидов всегда двери открыты. Мы всегда радостны, там, скидки или бесплатный проход. И нам приятно, что именно вы нас выбрали. Хотим вам тоже слова благодарности сказать за это. Вы давно работаете? Я работаю лично уже 2 года. Сам зоопарк 3 года. 3 года. Насколько я знаю, он на 203, на 202, на 202 да? есть. Это самый первый филиал. Потом в прошлом году в марте мы открыли 2-й филиал на Жирницкого, который побольше, где животных Где больше. мы были. И есть игровая зона. Да, там игровая зона еще у них такая хорошая. Да. Мне так хорошо на душе, что нам удалось подарить радость детишкам и вот фотосессию, да, мы им фотосессии организовываем, плюс посещение мини-зоопарка.
плюс мы проводили концерт, плюс мы проводили вот экстатик данс, да. Кулинарные мастер-классы. Да, очень же, да, очень нравится. И я помню, пиццу, капкейки. И я помню, были отзывы от родителей, что они даже не узнали своих детей, настолько они были воодушевлены, настолько им это понравилось, да? Да, и кто-то даже выбрал будущую свою профессию, вот, шеф-повар. Да, мы приглашали сюда в студию детей, кто хочет стать журналистом в будущем, да, и они тоже себя попробовали в роли соведущих. Да. И это очень классно, потому что такая радость. Потом я когда вижу, как ребята постят долго фотографии, видео с тех мероприятий, которые мы проводим, это для них такой отклик, и я понимаю, что это очень важно для них. Ну вот мы же еще стараемся в конце вот мероприятий, да, каждому ребенку подарить фотографии, сделать видеоролик, чтобы это было как на память, на память, да. Приятные воспоминания. А помните эту историю, когда мы подслушали, когда мы увидели, как мальчик Марик фанатеет от джиды на концерте, который мы провели. И потом мы поговорили с руководителем ансамбля ЛДГ, да, это ансамбль инклюзивный, на колясках дети занимаются, что вот Марик действительно очень любит джиду, и мы как тайные гости его пригласили. Представляете, какая у него была радость вместе со своим кумиром, кумиром спеть. И очень хорошо, что общество откликается на такие идеи, на наши призывы, на наши просьбы. И я помню, как Милена Шадрина, помните, да, она из Москвы прилетела и сама нам позвонила и сказала, я хочу провести мастер-класс для таких детишек. И мы ее в школу-интернат, мы с ней пошли и провели там тоже мероприятие. Ну, вообще отрадно, да, то, что я как координатор мероприятий созваниваюсь, но чтобы организовать мероприятие, нужно договориться сначала, обсудить с командой условия там, и так далее. И отрадно, что предприниматели, да, молодые, наши якутские предприниматели, они поддерживают. То есть мало кто нам отказал, и, это вообще единицы, поэтому, это здорово. Чувствуется эта их доброта тоже, то, что действительно люди готовы помогать. Это на самом деле ничего такого прям сложного в этом нет. Да, это вопрос большой миссии, как я вижу. У каждого человека есть своя миссия, да? Даже на любой маленькой должности, занимаясь каким-то, вроде, казалось бы, незаметным трудом, можно миссию, да, нести. То есть можно, например, продавать пирожки, а можно кормить людей. Я об этом говорю. Да. И я рада вообще, я горжусь, что я живу в Якутске, что я Саха. Почему? Потому что, я живу в мире, где очень много добрых людей, искренних, с большой душой, с чистым сердцем. Анна, вам спасибо большое за то, что вы нас всех собрали. Вообще, как все это начиналось-то? По крупицам маленьким. Идеи собирались, и сейчас, спустя сколько месяцев, с октября, уже так много мероприятий провели на самом деле. Если смотреть наш план мероприятий, то достаточно много. И сшили свитшоты сразу же на месте. Помните, да? И сколько кулинарных... Это не разовое было мероприятие, на самом деле, кулинарные мастер-классы. Спасибо еще раз студии «Кулинарный Food Life» Лугиновой Киней за ее тоже отзывчивость. Да, сколько раскрылись родец, да? У детей стали, кажется, фантазии. Это все мечты сразу же можно осуществлять потихонечку. Потому что, конечно, с разными болезнями даже взрослый человек начинает думать о плохом, а не то, что дети. А тут целое будущее. То есть это большой рок, не просто даже в наше время, а на будущее они будут понимать, что все возможно в этом мире. Мир не без добрых людей, и тебе помогут, и мечты твои все сбудутся. А главное, самому помогать всем. Да. Я сейчас вспомнила то мероприятие, которое называлось «Мир красоты и здоровья», которое мы провели в Доме культуры глухих. Проблема же есть. То есть они не могут посещать наши мероприятия, да, потому что им нужен отдельный сурдопереводчик. И поэтому мы пришли к ним. И
Да. Ну, мы могли бы много говорить о добре, мы могли бы много говорить о мероприятиях. Очень классно, что многие люди откликаются и присоединяются к нам. Раскрывайте свои сердца, любите друг друга, обнимайте друг друга, берегите себя, и пусть в вашем доме, в вашей душе, в вашем сердце будет много-много счастья. Мы любим вас и обнимаем. Пока. Пока. Спасибо. Приветствую наших радио и телезрителей. С вами в прямом эфире передачи «Якут сегодня». У микрофона я, Виолетта Засимова, специалист по связям с общественностью Национального парка Ленские столбы. За режиссерским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов-Айдын. Со мной в студии мои коллеги, заместитель директора по охране территории Национального парка Ленские столбы Захаров Аркадий Христофорович и начальник отдела по охране территории Нацпарка Ленские столбы Василий Николаевич Константинов. Добрый день. Итак, сегодня Аркадий Христофорович и Василий Николаевич расскажут о своей работе, о правилах посещения парка во время летнего туристического сезона и ответственности за посещение парка без соответствующего разрешения. И, если останется время, поговорим о противопожарных мерах в парке. Радиослушатели могут задать вопросы по номерам 32 00 66 и 32 11 66. Итак, Аркадий Христофорович, расскажите кратко о деятельности подконтрольного вам отдела охраны территории Нацпарка. Добрый день. Основными задачами отдела по охране территории являются это сохранение природных историко-культурных объектов, охрана объектов животного мира, охрана водных биологических ресурсов, охрана природных комплексов и объектов на ОПТ, предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, преступлений в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, пресечение незаконных вырубок леса, охраны леса от пожаров и других нарушений лесного законодательства, обеспечение безопасности людей на водных объектах. Штатная численность отдела по охране территории составляет 26 единиц. Из них один начальник, это Василий Николаевич, 5 старших государственных инспекторов, 14 участковых госинспектора и 6 госинспекторов. В летнее время, в связи с тем, что у нас турсезон открыт, инспектора в основном работают с туристами на туробъектах, заняты хозяйственными работами. После половодья убирают береговую линию от захламленности, наводят порядок на кордонах. В течение всего июня месяца этого свободные от смены инспектора совместно с оперативным отделом занимались ремонтом и обустройством туристических объектов. И при этом еще занимаются своими прямыми обязанностями. Это биотехнические мероприятия, то есть занимаются прикормкой живности на солонцах и подкормочных площадках. И в связи с пожароопасным сезоном проводят мониторинг на своих подконтрольных территориях и ежедневно по 3 раза в сутки докладывают об обстановке на территории. Спасибо за ответ. Теперь, Василий Николаевич, специально для наших теле- и радиослушателей озвучьте общую площадь парка, которую вы обслуживаете, и какие туристические места туда входят. Здравствуйте. Общая площадь территории составляет у нас 1 217 940 га. На территории парка туристические места находятся Лабудя, это Ленские столбы, Устье Ботома, Тукуланы, Деренгуряк и 34-й километр. А 34-й километр это где примерно? Это в районе Качкадцев через Легион, 130-й километр. Это название кордона? Это название кордона. А кордонами называются в национальном парке? Кордонами называются эти, где круглогодично
сидят наши инспектора. Дом кордон. А сколько кордонов? 17 кордонов. 17 кордонов. Угу. Итак, вот на эти перечисленные вот территорию, туристические места, можно ли просто так заехать вот на территорию парка обычным туристам, не знаю, жителям, гостям нашей республики? Ну, нужно приобрести билеты, разрешение. Это можно приобрести в городе Якутске, улица Крупская, 13, 3 этаж, офис национального парка. И летнее время вот на кордонах, на местах, на местах Лабудя, Устье Ботома и место Тукулан. Угу. А стоимость этого разрешения билета? Стоимость билета в Ленских столбах 500 рублей. Устье это вот подъемная экотропой, на смотровой вместо экотропой. А 200 рублей на территории парка вот Тукулана, Устье Ботома. То есть обязательно, прежде чем ехать куда-то вот Устье Ботома, Тукулана, обязательно нужно заехать в офис, либо непосредственно на месте, если есть возможность, да, купить билет, то приобрести 200 рублей. Так, а если какие-нибудь туристы решили тайком пройти на территорию парка, при этом были обнаружены нашими госинспекторами, что им грозит? Ну, при нарушении особо охраняемой природной территории парка составляется административный протокол согласно статьи 839 КоАП Российской Федерации. На административный штраф на граждан составляет от 3 до 4 тысяч, а на должностные лица до 20 тысяч, на юридические лица 500 тысяч рублей. А в этом году были ли вот такие случаи вот незаконного, можно сказать, несанкционированного проникновения на территорию парка, и чем это обернулось для них? Ну, в этом году таких пока в данное время нет, а так правонарушителей в прошлом году 25 было, в этом году зимой 2 административных протокола. А где это, где они были, на какой территории они были? Это были в 34-м кордоне. Вот эти, в этом году, которые два случая, да? Ага, 2 случая. А что это были за люди? То есть как, они не знали или как? Или намеренно зашли? Если так сказать, они... Ну, все люди знают, что это место особо охраняемое. Но все равно есть такие люди, граждане, которые заезжают без разрешения. А в прошлом году вот 25 протоколов составили. Там, где больше всего, вот можно сказать, ловили вот несанкционированных граждан, туристов? Больше всего, ну, по речке Устье Ботома до 34-го. А это, как правило, вот прям туристы, которые пришли исследовать территорию, или это что-то, может, не знаю, охотники? Ну, есть туристы, которые в не установленных местах разжигали костры. Есть такие охотники без разрешения, которые заезжали. Кстати, есть ли на территории парка вот случаи браконьерства? Такие случаи фиксируются, нет? И как с этим обстоит дело? Таких с 19-го года таких уголовного дела у нас нету. В 2020 году было одно дело по трилобитам. А что там было трилобитами? Ну, там незаконная выкопка камней было. Это то есть туристам нельзя что-то забирать с собой, вот то, что вот окаменелости, да, вот древних. Так, а в 19-м году что было? Нет, в 2020 году вот по трилобитам у нас одно уголовное дело было, и в прошлом году у нас было заведено одно уголовное дело по незаконной рубке леса. А, еще незаконная рубка леса. Это дело пока еще расследуется, до суда еще не доведено. Но в целом так прямо такого наглых случаев браконьерства такого сильно нет. Люди знают, что на территории национального парка нельзя охотиться и так далее. Да, да, с 19 года, по крайней мере, ни одного такого случая не было. Ну и вами, наверное, ведется профилактическая работа, да? Вот беседы с охотниками там и так далее. Да, и круглый год наши инспектора находятся на местах, поэтому все там закрыто. Так, напоминаю, радиослушатели могут задать свои вопросы по номерам 32 00 66 и 32 11 66.
Так, Аркадий Христофорович, как нынче обстоит дело с противопожарной деятельностью на территории парка? Вообще, с начала года были ли зафиксированы очаги какие-нибудь, возможно? Нет, с начала года у нас, с начала противопожарного сезона, слава богу, у нас лесных пожаров не зарегистрировано, не выявлено. Ну и за последние 4 года работа по противопожарной безопасности проделана очень большая в нашем парке. Закуплена противопожарная техника. Это у нас 2 трактора, трав был куплен, противопожарный весь инвентарь. Это лопаты, РЛО, таранцевые лесные огнетушители, бензопилы, бензогенераторы, помпы с рукавами, топоры, ну и так далее. Ну, на территории парка созданы 4 ПСП. Это пункты сосредоточения пожарного инвентаря. Один у нас находится на устье Ботума, 2 в Синске, 3 напротив Катылджуры на кордоне и 4 у нас напротив Исити. То есть вся вот эта закупленная техника, да, оборудование, они вот распределены по этим 4. По территории, да. Это чтобы в случае возникновения лесного пожара можно было сразу же приступить к тушению. Ну и ежегодно у нас Министерство природных ресурсов России нам утверждает план тушения лесных пожаров, по которому мы проводим подготовительные мероприятия. По выделенным в этом году федеральным средствам нами заключены контракты с ФБУ «Авиалесохрана», это федеральная, на доставку сил и средств на вертолете Ми-8 и на тушение лесных пожаров. Это мониторинг? Так, также заключен контракт с индивидуальным предпринимателем на авиамониторинг. То есть мы на маленьком самолете вылетаем и облетаем всю территорию парка и таким образом на ранней стадии обнаруживаем и ликвидируем лесной пожар. Ну и своими внутренними приказами подготовлена группа быстрого реагирования, определен порядок выезда, вылета на лесные пожары, создан резерв горюче-смазочных материалов, заключены договора с продуктовыми магазинами. Это на закупку продуктов. Это у нас 1 договор составлен в Селосинск и 1 договор в городе Якутске. Также ежегодно у нас заключается соглашение на противопожарный сезон с 9 наследниками нашего района о взаимодействии, о взаимопомощи при возникновении лесных пожаров. Это начиная с села Качакацы и до Исити. То есть добровольцы с этих сел могут принимать участие в тушении? Да. И прошлые года они нам тоже помогали по этим соглашениям. Кстати, как статистика? В прошлом году сколько было пожаров там последние 2-3 года? Да, в прошлом году у нас было 7 лесных пожаров. И причинами? Причинами это грозы, сухие грозы так называемые. Позапрошлом году у нас было 11 лесных пожаров. Тоже все пожары, которые у нас происходят, это там человеческого фактора нету. Это все сухие грозы. Я знаю, что пожары на территории парка, они прям труднодоступны, то есть до туда надо добраться, они очень далеко, да? Да, то есть как с этим справляются инспекторы? Вообще, кто тушит? Ну вот добровольцев привлекаете и сами инспектора. Да, сами инспектора. Ну, в этом году мы обучили на руководителя тушения лесных пожаров 8 инспекторов, плюс к этому 4 инспектора мы прошли обучение на оператора беспилотника. При возникновении лесных пожаров, например, на лесном фонде, который нам еще не передан, это 900 тысяч га, там будут тушить авиалесохрана, Якутская авиалесохрана. А береговая зона 303, так называемый наш участок, там будем тушить мы, и согласно, вот как я говорил, контракта будут ФБУ авиалесохрана, тоже, то есть федералы. Так, перейдем от пожаров к фауне, к флоре, да, нашего парка. Очень много сейчас я получаю от наших инспекторов кадров с фотоловушек, установленных вот на территории, да, они фиксируют лосей, очень много в последнее время, даже целые семейства, медведей, зайцев, зюбров. Сколько всего вообще фотоловушек установлено на территории парка и где обычно их устанавливают и для чего устанавливают? Фотоловушки у нас больше 40 штук у нас установлено по всей территории парка. В основном фотоловушки устанавливаются на местах, на солонцах, на подкормочных площадках, на местах, где есть возможное проникновение нарушителей. Фотоловушки у нас устанавливаются, чтобы изучать, мониторить
когда, в какое время года к нам приходит зверь. В это время, например, зверь тянется к воде, поэтому как раз в это время очень много фото получается. Вот лосей, да? Да, к воде тянется почему? Из-за насекомых, да. Насекомых, типа комары и так далее, да? Да, и они очень активно двигаются ближе к воде. И в последующем вот эти все фото наши с фотоловушек мы передаем в отдел науки, которые они обрабатывают и передают дальше в Министерство природных ресурсов. А как часто проверяют эти фотоловушки, чтобы сделан кадр или не сделан? Да, ну, по фотоловушке у нас ежемесячно, раз в месяц инспектора идут и проверяют фотоловушки, снимки получают и направляют нам для обработки, а мы в последующем направляем в отдел науки. Кстати, свежие кадры с фотоловушек на территории национального парка Ленские столбы вы можете посмотреть на сайте lenapillars.ru или в нашем телеграм-канале Lena Pillars National Park. Подписывайтесь и следите за нашими новостями. Ссылки вы можете увидеть на экране, если укрупнить. Так. Итак, Василий Николаевич, теперь к вам вопрос, да? Сейчас самый сезон укусов клещей. Вот этот паразит, который может переносить там энцефалит, там болезнь Лайма, да? Какая антиклещевая работа ведется на территории парка? Не было ли случаев укуса этого паразита? Да. На территории парка укус клещей у нас был один случай инспектора. В этом году, 34-й кордоне. Снова 34-й километр, да? Да. Ну и от провели санитарно-противоэпидемические мероприятия, где места... Обработку, да, провели? Да, места... где находятся туристы, вот устье Ботамы, Тукулан, Лабыдя. А чем обрабатывают? То есть какие средства применяются? И на какой площади? Ну, нынче мы обработали 18 га. Это мы договор заключили с ООО «Диссервис» и закупили химические препараты от клещей. Вот этим и обработали. Обработка уже завершена? Обработка завершена, но когда идут дожди, они смываются. Так, у нас осталось совсем немного времени, но самое основное мы, кажется, все рассказали, да? К сожалению, не поступило вопросов, но вся наша информация, опять-таки, повторюсь, на нашем официальном сайте lenapillars.ru и телеграм-канале Lena Pillars National Park. Спасибо за познавательную информацию, за то, что пришли в студию, а мы вынуждены попрощаться, но еще встретимся в других эфирах в течение года. Беседу вела Виолетта Засимова. Всем спасибо, до свидания.